Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных темах выпуска. Возможность приобрести субсидированные авиабилеты получили жители арктических районов Якутии. На вооружение спасателей Ленского района поступила новая техника. Мясная лавка на колесах бренда «Мархинская» теперь в центре Якутска. Шумно и весело в Алдане проводили зиму. По традиции на праздник прибыли гости из Мегино-Кангаласского района. Боксер из Нерюнгри завоевал золотую медаль в первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей. Авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии» открыли продажу субсидируемых авиабилетов внутри республики на полеты с июня по октябрь этого года. Билеты по льготным тарифам могут купить жители арктических районов, имеющие местную прописку, участники программ «Земский доктор», «Земский учитель» и региональной программы по предоставлению жилья учителям и медработникам. Авиакомпания «Якутия» продает субсидированные билеты из Якутска в Батагай, Депутатский, Оленек, Среднеколымск, Тикси, Чукурдах и обратно. Цены варьируются от 9100 до 12700 рублей. Полярные авиалинии предлагают билеты стоимостью от 8800 до 23050 рублей из столицы республики в Батагай, Зырянку, Саскылах, Среднеколымск, Тикси, Черский, Белую гору, Мому, Усть-Куйгу, Сакырыр, Жиганск и обратно. Аэропорт Якутск перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 29 октября. Из столицы республики в летний период запланированы регулярные и чартерные пассажирские рейсы по 42 направлениям, из них 19 по центральному расписанию. Полеты будут выполнять 10 авиакомпаний. С 1 июня аэропорт Якутск впервые начнет сотрудничать с Red Wings. Рейсы по республике будут выполнять авиакомпании «Полярные авиалинии», «Якутия», «Ир-Аэро» и «Алроса». Следует отметить, что аэропорт Черский закрыт на реконструкцию до 30 сентября. «Полярные авиалинии» будут выполнять стыковочные рейсы через Среднеколымск. Кроме этого, значительных изменений в расписании по местным направлениям нет. Импортных запчастей для обслуживания российских самолетов «Суперджет» хватит на значительное время. Россия подстраховалась в этом вопросе, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Как ранее сообщал министр, иностранные поставщики заморозили поставки комплектующих, несмотря на внесенные авансы. Возвращать средства, по словам Мантурова, они также отказываются. Российская сторона намерена обратиться в судебные инстанции по этому вопросу. Капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи выполнят в Вилюйской группе районов по 6 апреля. Там будут проведены масштабные работы протяженностью 24 километра. На период ремонта электроснабжения будут обеспечивать Вилюйская, Верхневилюйская и Нюрбинская дизельные электростанции с общей установленной мощностью более 24 милливатт. Для части потребителей, которые не получают электроэнергию от дизельной электростанции ежедневно, с 9 до 20:00 будет вводиться ограничение электроснабжения. Новую специализированную технику получили ленские спасатели. Ключи поисково-спасательному отряду вручил начальник службы спасения республики Михаил Шестаков. О знаменательном событии в материале наших коллег. Два совершенно новых УАЗ еще в заводской пленке появились у ленских спасателей. Аварийно-спасательные автомобили предназначены для экстренной доставки специалистов на места катастроф. Техника оснащена новым современным оборудованием. Это оперативный автомобиль один и один аварийно-спасательный автомобиль, оснащенный гидравлическим инструментом, средством оказания первой помощи, специальным оборудованием. Эта техника будет использована для выездов на поисковые работы, если где-то потерялись в лесу, на воде также плавсредства есть, для ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов, на дорожно-транспортные происшествия. В том числе могут привлекаться и в качестве оказания помощи на пожарах. Ленский спасательный отряд был создан в 2020 году. Сегодня в его штате 6 человек. Спасатели занимаются поиском пропавших людей, оказывают помощь при дорожно-транспортных происшествиях, ликвидируют технологические аварии и еще рядом чрезвычайных ситуаций.
поисково-спасательный отряд работает активно. Мы, начиная от простейших вопросов по вскрытию, допустим, металлическая дверь, за которой либо дети под замком оказались, ключи потерялись, либо еще что-то. Это простейшие вопросы. Вплоть до того, что кот залез на дерево и плачет, сидит сутки. Хозяева обращаются. Мы и на это едем. Ленский отряд спасателей обслуживает 4 района юго-западной Якутии. Но численность его для такой территории обслуживания очень мала. Требуется пополнение коллектива. Надо сказать, что сегодня республика рассматривает этот вопрос и ведет обучение спасателей, которые в скором времени будут распределены по районам. Также в ближайшее время Михаил Шестаков, начальник службы спасения республики, пообещал коллегам из Ленска, что их автопарк скоро пополнится новым автомобилем КАМАЗ, который будет использован для ликвидации розлива нефти. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Нерингринский район принял еще 42 граждан Донецкой и Луганской народных республик. В основном это семьи работников компании «Колмар». Среди них много детей. Все они оформляются в детские сады и школы. С трудоустройством прибывшим помогают специалисты управления социальной защиты и Центра занятости. Всего с начала эвакуации жителей Донбасса в Нерингринский район прибыли 66 человек. Тем временем в Госдуме предложили упростить получение гражданства для приехавших с Донбасса. Законопроект, освобождающий от уплаты государственной пошлины при вступлении в гражданство Российской Федерации жителей Луганской и Донецкой народных республик, внес депутат от КПРФ Леонид Калашников. Он отмечает, что от уплаты госпошлины при получении гражданства России освобождены только те, кто постоянно проживает на территории ДНР и ЛНР. Калашников предлагает также освободить от уплаты государственной пошлины при оформлении российского гражданства категорию лиц, которые ранее проживали в Донбасских республиках, а затем переехали в Россию. Также в законопроекте предлагается освободить жителей ДНР и ЛНР от госпошлины при получении разрешения на временное проживание в России. Федеральная налоговая служба России в отдельных случаях не будет привлекать пользователей контрольно-кассовой техники к ответственности за отсутствие бумажного чека, поскольку в настоящее время возможны перебои с поставками на рынок чековой ленты. Правила работы с онлайн-кассой предполагают выдачу двух видов чеков – бумажных или электронных. Для того, чтобы выдать электронный чек, требуется обязательное согласие покупателя. Чек направляется на его номер телефона или адрес электронной почты. Также бумажный чек может не потребоваться в случаях согласия покупателя на их получение через сервис «Мои чеки онлайн». В этом случае чеки в электронном виде можно дополнительно не направлять покупателю. Они автоматически будут загружаться в сервис. Для сокращения расходов бизнеса мы предлагаем, чтобы предприниматели, организации, когда отражают свои операции в ККТ, выдавали электронные чеки покупателям, потому что такая возможность есть. Для этого необходимо представить электронную почту покупателям. Или вот я граждан призываю, чтобы они зарегистрировались в интернет-сервисе. Он называется «Мой онлайн-чек». Если гражданин зарегистрируется, то все чеки, которые отбиваются на ККТ, они будут поступать на электронную почту. 1000 тонн муки и 406 тонн сахара доставят в Якутию по линии Якутоптторга. Об этом сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды на брифинге по вопросу продовольственной безопасности. Сегодня по железным дорогам в республику следует 2150 вагонов, из них 1680 вагонов до станции Нижний Бестях. 889 вагонов находятся на дальневосточных железных дорогах. На станции Нижний Бестях находится 312 вагонов. Сегодня планируется выгрузить 101 вагон. Стильный и удобный фудтрак бренда «Мархинская» теперь будет на постоянной основе украшать центр столицы. Мясная лавка на колесах создана по спецтехнологии для удобства жителей и гостей Якутска, где продают свежее и охлажденное мясо свинины. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Большое спасибо вам. Пожалуйста.
Фудтрак с самого утра уже привлек внимание горожан. Люди выстраиваются в очередь. Всем хочется купить охлажденное, свежее, а главное – местное мясо свинины. Вообще, я думаю, что для горожан это очень даже хорошо. Выглядит очень современно, симпатично. Питаюсь этим мясом, оно классное. По нему сразу видно, да, что оно свежее и оно очень высокого качества. Пробовали вообще когда-нибудь мархинское? Конечно. И как? Вкусно. Сегодня брендом «Мархинское» после ухода из жизни бессменного руководителя крестьянского хозяйства Владимира Кабохина занимается его зять Денис Савостин, который буквально за год привнес в свинокомплекс новое дыхание. Сегодня компания сама производит, перерабатывает и продает свежее мясо. Мы на сегодняшний день планируем увеличить производство мяса с 250 тонн до 2500 тонн мяса в год. У нас есть достаточно серьезная программа по развитию свинокомплекса. Мы вошли в инвестиционные проекты, поддерживающие корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Также у нас в планах переоснащение производства для того, чтобы изготавливать полуфабрикаты мясные, разные деликатесы и готовую продукцию под брендом «Мархинское». Свинокомплекс совершенствуется, изучает опыт ведущих российских производителей и зарубежных партнеров, а также большое внимание уделяет поиску специй, от которого зависит неповторимый вкус будущих продуктов из местной свинины. У нас есть несколько компаний, которые закупают со всего мира специи и делают премиксы специально для нас по нашим рецептурам. Сейчас как раз идет тестирование этих рецептур. Главной фишкой бренда «Мархинское» является фудтрак, который теперь будет украшать центр столицы. Это мобильная кухня на колесах. Выглядит красиво и стильно не только снаружи, но и изнутри. Фудтрак полностью автоматизирован, чтобы охлажденное мясо и готовая продукция хранились под определенной температурой. У нас существует морозильная камера, которая позволяет использовать правильный температурный режим. Также витрина, она охлаждает мясо. Здесь также сохраняет определенную влажность, что тоже важно для того, чтобы сохранить качество продукции. Все поверхности сделаны из нержавеющей стали. У нас имеется раковина и умывальник, холодная горячая вода. Здесь все сделано для комфорта наших продавцов и для безопасности наших покупателей. Кстати, название бренда «Мархинское» придумали сами жители Якутии. Постоянные клиенты компании, которых с каждым днем становится больше. Здесь огромное значение уделяют качеству продукции. Сотрудники проходят постоянное обучение по безопасности пищевых продуктов ХАСП. Так что бренд «Мархинское» – это не только вкусно, но и безопасно. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявили 370 случаев заболевания COVID-19. 21% инфицированных зарегистрировали в Якутске, в районах 79%. До 13% заражения COVID-19 связано со штаммом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Все они зарегистрированы у невакцинированных больных. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Аймиконском районах и в городе Якутске. В Якутске проходит финальный этап подготовки к открытию республиканского кардиососудистого центра. Так, на прошлой неделе стартовало обучение персонала по работе с новейшей техникой. Экспертами выступили ведущие специалисты по применению медицинского оборудования. Продолжит Саргалана Нюстроева. Как отмечают врачи-кардиологи, в работе с пациентами с сердечными заболеваниями важна каждая мелочь. От отсутствия порога в коридорах до возможности узнать, из чего состоит атеросклеротическая бляшка прямо во время операции. Все это буквально может спасти человеку жизнь. Именно таким запросам полностью отвечает новый кардиоцентр. Теперь за постановкой диагноза и лечением якутянам больше не придется выезжать за пределы республики. Например, вот у нас МРТ-аппарат, есть возможность осмотра нашими специалистами миокарда, уровень поражения миокарда. И здесь, конечно же, мы будем внедрять именно вот МРТ-исследование сердца.
Также у нас 2 ангиооперационные. Здесь тоже мы упакованы флагманским оборудованием. С особым восторгом местные кардиологи рассказывают о технической новинке – компьютерном томографе. Технологии, используемые этим оборудованием, чуть ли не космические. Таких по стране всего 3. Один из них теперь будет применяться в Якутии. Такие программы, как Т1, Т2 картирование, мы эти программы видели только на конференциях в Европе. Сейчас же мы сами воочию это увидели. Такой ранее диагностики у нас в республике не было. Что касаемо определения патологии сердца, это для нас, для республики в целом, большой шаг вперед. Но какими бы продвинутыми не были технологии, самую большую роль в лечении заболевания по-прежнему играет человек. Тут уже за профессионализм и компетентность сотрудников кардиоцентра ручается ведущий специалист по применению медицинского оборудования Кирилл Головатенко. С республиканской больницей номер 1 он сотрудничает не первый год и отмечает высокий уровень подготовки местных кадров. Республика имеет очень высокий, располагает врачами высочайшего профессионального уровня и оснащена соответствующим оборудованием. Наша компания давно и прочно сотрудничает с врачами первой республиканской больницы, и мы очень хорошо понимаем друг друга. Сегодня специалисты отмечают большой рост смертности от сердечных заболеваний по всему миру. И не только среди пожилого населения. Лицо болезни молодеет. Именно поэтому главная задача якутских кардиологов – обеспечить высокий уровень диагностики и лечения еще на ранних этапах. Уже в апреле этого года новый кардиоцентр откроет свои двери и начнет принимать пациентов. Сарглана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Свое глубокое знание, научные исследования и практичность он вкладывал в развитие сельского хозяйства. Так, с глубоким уважением вспоминают об Аяле Степанове, его соратники, друзья и близкие люди. Они собрались сегодня на презентации двухтомной книги о видном государственном руководителе, научном и общественном деятеле. Накануне Аялу Степанову исполнилось бы 56 лет. Он был доктором сельхознаук, научную деятельность посвятил развитию растениеводства, работал министром сельского хозяйства, был заместителем председателя правительства, руководил научным сельхозинститутом. Его плодотворная работа описана в новом издании. В первом томе автор и составитель Татьяна Абулахова описала теплые воспоминания. Во втором томе читатель может ознакомиться с научной работой Аяла Степанова. Воспоминания собраны в достаточно большом количестве. Уникальность книги в том, что она составлена на русском языке. Конечно, не все воспоминания были написаны по-русски, и пришлось приложить усилия, чтобы перевести все тексты именно на русский язык в первом томе. Второй том состоит из докладов, выступлений и Аяла Ивановича. Аял Иванович – крупный государственный, общественный, политический деятель. Он всемирно известный ученый, поэтому у него очень много трудов, и нам пришлось даже выбирать самые лучшие, самые обстоятельные доклады и интервью, статьи, чтобы поместить второй том. Пятая республиканская школа педагогов, пианистов, фортепианное образование, педагогика и исполнительство начала свою работу. Участие в школе принимают учащиеся преподаватели, концертмейстеры по классу фортепиано, детских школ искусств и учебных заведений культуры и искусства республики. Занятия проходят в формате курсов повышения квалификации и включают практическую и теоретическую части. 26 марта состоялось торжественное открытие школы, в рамках которого состоялось подписание соглашения об открытии фирменных школ между Высшей школой музыки Республики имени Босикова с 5 детскими школами искусств муниципальных районов республики. В Алдане проводили русскую зиму. Из-за пандемии народные гуляния откладывали на 2 года. Поэтому население города с удовольствием вышло на улицы. По традиции на проводы русской зимы в Алдан приехали гости из Мегино-Кангаласского района укрепить отношения и дружбу серпа и молота, которая длится больше полувека. На празднике побывал и Руслан Павлов. Очередное повторение пройденного материала, ведь в гостях нужно быть на высоте. Танцевальный коллектив «Айтын» из Мегино-Кангаласского района приехал в гости к алданским друзьям принять участие в шествии по случаю проведения праздника «Проводы русской зимы».
Делегация мегинцев принимает участие в данном мероприятии уже 54 года. Дружба серпа и молота непоколебима и только крепнет с годами, тем более, что из-за пандемии не виделись 2 года. Эта дружба должна прирасти к нашим детям, нашим будущим поколениям, чтобы эта дружба крепла, потому что мы живем в единой России, и мы сыновья природы нашей республики Саха-Якутия. История отношений между промышленным молданским и сельскохозяйственным Мегино-Кангаласским районами уходит в советские годы. Начавшиеся с культурного обмена как раз на проводах русской зимы, они переросли в социально-экономические и праздник дружбы серпа и молота. Сейчас у нас связи только, можно сказать, в области культуры и образования. Есть планы для развития наших связей в сфере сельского хозяйства, торговли. Мы все-таки хотим полноценно принимать сельхозпродукцию Мегино-Кангаласского улуса в нашем Алданском районе. И я думаю, что в ближайшее время мы все-таки какие-то решения в этой области примем. Фермер Иван Аргунов неоднократно приезжал с делегацией на праздник. На этот раз получил звание лауреата премии «Дружбы серпа и молота». Ее материальный эквивалент невелик, небольшие подарки, зато очень значим сам статус. Иван Дмитриевич верит, что в нынешнее непростое время экономические связи будут только шириться. Сейчас логистика очень уже хорошая стала, дорога хорошая стала, не в те года. Почти асфальтированная дорога, да. Железка тоже есть, с Бесляга туда. Все можно тут возить. Дружба 2 районов крепнет на разных уровнях. Взойдя на культурной почве, она продолжает давать плоды, объединяя разные стороны жизни и населения 2 районов. Нам всем это нужно. Приход весны, приход радости. Мы все наконец-то поправляемся. У нас все здорово и замечательно. Мы русские, мы сильные духом, и это просто прекрасно. Встретив очередную календарную весну, жители 2 районов разнесли по домам частичку человеческого тепла, тепла дружбы, добрых отношений и уверенность, что в будущем все будет хорошо, несмотря на приходящие зимы и метели. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Копилку достижений нерюнгринских спортсменов пополнила еще одна победа. В этот раз медаль привез Руслан Никитин, завоевавший 1-е место в первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет в весовой категории 57 килограмм. О победе якутянина с подробностями Ирина Жданова. Спорт – это тяжелый труд и самоотдача. Воспитанников школы бокса учат этому с самых первых занятий. Руслан Никитин тренируется в зале каждый день. Приезжает на тренировки из поселка Чульман. Привел меня в спорт мой папа. За это благодарен я ему. Начал заниматься. Это мое любимое дело. Я очень люблю вид спорта бокс. За 5 лет за плечами участие и победы в соревнованиях районного, республиканского и регионального уровней. Финал дальневосточного турнира по боксу прошел в городе Благовещенске. Мероприятие было посвящено основателю спортивной организации «Русь молодая» Семену Лисунову. Молодые юноши со всего Дальнего Востока боролись не только за кубки, но и за путевку на первенство России. Наш регион будет представлять боксер из поселка Чульман Руслан Никитин. В финале дальневосточного турнира по боксу в Благовещенске Руслан занял 1-е место в весовой категории 57 килограмм. Руслан Никитин занимается у меня где-то лет 6 уже. Он живет в поселке Чульмане, но в город ездит сюда заниматься к нам. В 2019 году он 1-й раз выиграл республику, первенство республики. И вот сейчас в этом году он поехал тоже на первенство республики, стал первым там, провел там 3 боя. Потом завоевал путевку право боксировать на первенстве Дальнего Востока. Тоже там отбоксировал, провел 4 боя. И завоевал путевку право боксировать на первенство России. Всероссийские соревнования пройдут в подмосковном Чехове с 9 по 17 апреля. Тем временем в школе бокса на подходе новая смена. По технике не уступающая своим старшим товарищам. Меня привел сюда старший брат. Я очень хотел заниматься боксом. Меня сначала отвели на борьбу, мне не понравилось. Я ушел с борьбы, пошел на бокс, мне понравился этот вид спорта.
я начал заниматься этим видом спорта. Мне понравилось. В последнее время желающих заниматься боксом в Нерюнгри становится все больше, так как этот вид спорта развивает не только физические данные спортсмена, но и такие качества, как целеустремленность, сила воли и дисциплинированность. То, что пригодится в жизни каждому человеку. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в эфире.